Приветствую всех на телеканалах Якутия-24. Меня зовут Катерина Винокурова. Сегодня мы в гостях я бы сказала, у девушки с необыкновенной такой необычной деятельностью. Она по профессии ихтиолог. Но сегодня мы уйдем не вот в эту сферу, да, не о ней будем подробно говорить и что-то делать, а покажем вам, точнее Лена покажет, как сделать вафельный цветок. Представьте себе, вот это вот сделано из вафель, часть сделана из мастики. Да. Лена, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за гостеприимство. Как так получилось, что вы, помимо своей основной такой серьезной деятельности, занимаетесь кондитерским делом? Ну, я вот буквально, когда родила третьего ребенка, да, в отпуске по уходу, решила чем-то заняться, да. Началось, конечно, с тортов. Как любая мамочка сейчас, которая по уходу, да, себя ищет. Начала торты готовить. И тут я столкнулась со цветами. Заказчик захотел увидеть цветы на торте. Но было в том, что у меня муж, он аллергик. У него аллергия на пыльцу цветочную. И мы начали искать вот цветы какие, да, в интернете. Вот я нашла, что делают, есть такое, как вафельные цветы. То есть альтернативу нашли? Да, живых, альтернативу. Да? Это условно съедобный цветок, вафельные цветы. Ну и, конечно, были первые цветы, они были так не очень. Только-только тогда училась, и тогда это мне очень понравилось. Это очень успокаивает, снимает стресс, и почему-то в голове все по полочкам раскладывается, когда ты делаешь цветы. Это меня затянуло, и я начала изучать вообще это направление, именно вафельные цветы. Весь интернет обшарила, прошла онлайн-курс по одному цветку, а затем уже что-то щелкнула и начала уже делать уже свои цветы, выкройки свои, да, вот. И уже когда смотрю на живой цветок, я уже думаю, ага, вот так-то я его сделаю, вот так-то, да. И вот затем, когда я готовила торты, у меня были на моих тортах вафельные цветы. Но тогда это было только-только начиналось, а сейчас это очень модно. Очень модно. И в кондитерстве считается наивысшим пилотажем, когда у тебя торт и декор весь съедобный. То есть, в соответствии ГОСТа должно быть на торте как все потребитель, съедобное. соглашусь. Вот, Да, все съедобное должно быть. Да, и правда, вот когда смотришь на торт с декором из каких-то вафельных, да, форм, вот не верится. Я постоянно слышу, а вот это съедобно, а вот это можно есть. И вот правда смотришь на цветочки и думаешь, мне как настоящие, правда. И мы сегодня сделаем такой цветок. Да, мы сделаем пион, фантазийный пион. Его сможет сделать любая тортофея, домохозяюшка, да, такой цветок. Он очень несложный, очень простой и выглядит очень пышно и очень модно. Сейчас очень, кстати, модный такой цветок. Пионы, кстати, все сейчас любят. Прям пион, ранунклис. Вот. И начинаем мы, у нас вот есть специальные уже специальные, заготовки, да, это выкройки у нас, да, вот я уже приготовила, выкроила из вафельной бумаги уже, да, лепесточки наши, вот. Ну, начнем уже, да? Да, ну, интересно, это специальная вафля, которая вот продается в кондитерском магазине, да, специально тонкая бумага, 0,3 должна быть толщиной для цветов. Есть более толстая, но она идет для печати, а более тонкая, она 0,3, тонкая вафельная бумага. Очень похоже на салфетки. Да. Ага. И вырезаем мы, вот что это такое, 12? Здесь указано количество лепестков, сколько должно быть. Вот. Ну, я, наверное, начну, да, вначале подготовлю. Это мы должны сейчас сделать. Это будет на проволочной основе, то есть такие надрезы делаем. Так, это чтобы потом... Да, мы сюда будем скреплять, проволоку да, скреплять, да, чтобы держала вот это вот. И делаем такие надрезы. А как вырезать такую форму? Произвольно или где-то можно посмотреть? Да, я такие выкройки вообще как беру, да. Это такой лайфхак, я всем советую, да. И делаю цветы из фоамирана. И прям в интернете я ввожу выкройка, цветка там пиона, и выходит очень много выкроек пионов разных видов.
То есть можно даже распечатать. Я его распечатаю, да, и размер. Это вот средний размер, да, можно его увеличить, да, сделать немножко побольше, можно поменьше сделать. Вообще любой формы можно Да. сделать, наверное, да? Любой формы. Сейчас еще делают из глины делают цветы, из мыла, вот мыловары делают, да, цветы. Вот Фоамиран очень близок к нам. Вот они тоже примерно делают. И я примерно смотрю на их технику, как они, да, делают, да. И что-то вот такое похожее мы делаем тоже. Так, мы каждый лепесточек надрезаем. Надрезаем, да, надрезаем. Вафельная бумага очень боится воды. Она сразу мгновенно тает, когда очень много воды, потому что ну, это похоже больше на рисовую бумагу. То есть никаких капель. Да. А так мы будем, конечно, использовать воду сейчас. Но будем буквально, я покажу, как это используется. Сколько примерно? Вот сказали, что это один из простых таких самых Да, способов. один из простых способов. Вот я покажу. Примерно вот сколько уходит на изготовление его, на одного цветка? Ну, где-то минут 40. Вот. А можно и быстрее, и 30. Я обычно это делаю вечерами, Я после обычно ужина. это делаю за 15 минут. Включаете свой любимый телевизор, фильм какой-нибудь интересный, и сидя за просмотром фильма можно вот такие цветы делать. Либо кто-то любит сериалы смотреть, да? Кто-то вяжет, кто-то Да, вышивает бисером, тут цветы. кто-то вырезает цветы из вафельной бумаги. Меня вот часто заказывают вот такой цветок на заказ, особенно районы, потому что у них же живых цветов нету. И я их отправляю зимникам к ним. Они не мерзнут, ну, как бы вечное хранение, да? Да, вы сказали, что их можно даже хранить просто Просто при для комнатной красоты, температуре, для красоты, да, в для качестве красоты. декора. И этим цветам вы сказали полгода. Да, полгода они у меня так стоят в вазочке уже. Интересно, видите, и ничего с ними не произошло. Да. Так, начинаем. Да, сейчас мы будем делать серединку. Это буквально на таком расстоянии. Это у нас водичка. Водичка, мы ее смягчаем. Да. Чтобы сильно не размягнулась она, но в то же время стала она мягенькая. И сворачиваем. И сворачиваем, и приклеиваем к проволоке. Проволоку мы берем 0,3. Проволока 0,3 толщина. И обязательно проволока должна быть бумажной оплетки. А почему бумажной? Чтобы она приклеилась. Вот так вот. И задаем немножко тут форму. Я всегда говорю, что наша передача хороша тем, что мы получаем совершенно бесплатно различные мастер-классы от мастериц, от кондитеров, от самых наших творческих людей нашей республики. Ну а так, насколько часто даете мастер-классы для желающих? Я обычно весной провожу, потому что летом у меня дачный сезон. Какие мастер-классы это? Мастер-классы по цветам. У меня обычно в программе 5 видов цветов. И прямо обучаю группами. Это вот где-то у меня получается март, апрель, май. Я усиленно 3 месяца преподаю, а затем уже до следующего года. Много желающих? Очень много желающих вообще. Хотят еще приехать с других регионов. Пишут, вы в каком городе. Да? А вы специально где-то обучались этому? Проходили сами какие-то мастер-классы в свое время? Живых я не была. Я обучилась по одному курсу онлайн, а затем вот начала дальше сама это вот прямо буквально начала смотреть ютубы, да, и уже сама начала создавать цветы, и сейчас практически, как говорится, смотрю на цветок и думаю, как уже его сделать. Вот он должен быть не такой влажный, но в то же время податливый. Так. Главное, сильно не мочим, чтобы бумага не размякла. Самый сложный цветок, который вам приходилось сделать, или работа самая сложная на вашем опыте? Ну, вообще, так таковых вообще не было сложных цветов. Бывает, когда поступают большие заказы, вот обычно заказывают, большие заказы бывают, да, кондитерские, да, на свадебные торты, это когда их очень много. Ну, хорошо, когда они заранее заказывают, а иногда у нас бывает такое, мне нужно завтра.
Так. Да, и тут Бывает начинаешь, такое. да, бывает И вы такое. соглашаетесь? Ну, если только 3, но если там 20, то уже нет. Я говорю, это физически никак не осилить за одну ночь. Мгм. То есть ночью можете и не поспать. Бывает и такое, да. А так я вот общаюсь со всеми кондитерами, вот, да, меня практически многие знают. Ну, вот они звонят, говорят, Лена, срочно выручай, у меня завтра торт, есть ли у тебя цветок? Вообще. Так, все, я знаю, к кому обратиться, если... И вот говорят, вот. А я иногда, я вот даже просто дома делаю и в коробочке храню, потому что бывают иногда срочные звонки поступают. заготовочки, да? Да, Мгм. поступают, потому что вот звонят и говорят, Лена, срочно выручай, надо. Мгм. А так хотят, конечно, вот очень хорошо, конечно. Это, кстати, и декор вот для тортофии, он получается, бумага, она недорогая. Она недорогая, и получается на... Сколько стоит такая упаковка? Упаковка раньше стоила, буквально до вот этих санкций, стоила 600 рублей. Но эта бумага хватает на На много. очень много, да, потому что... Получается, на один цветок примерно уходит, на такой пышный, где-то 2 листа. Мгм. А сейчас пион настоящий сколько стоит, вы знаете, одна штука? Не знаю, ну, Где-то 600 рублей около они стоят. 1000. Около 1000. Вот в Мгм. Новосибирске, да, стоит 650 живой пион сейчас, сезон Мгм. пионов, да. А так А у нас, скорее всего, дороже. у нас еще дороже, да. И получается, вот 2 листа, он получается недорого у тебя, и как бы, да, если ты все сама делаешь, как бы такой в замену живых цветов. Да. Я ознакомилась с вашими работами, посмотрела ваши фото ваших работ. Они чудесные. Хотя, конечно, я не профессионал контента Инстаграма, все так делалось. Все на телефон простой, без никакого пафоса, как есть. Но фотографии хороши. Там не просто, там видно, что есть все равно взгляд какой-то творческий. Не просто сфотал, запостил Запостил. и пошел. Это вот, особенно зимними вечерами, ловим цвет дневной. Вот Боль. проскальзывает какая-то эстетика все равно в работах. И в кондитерском вот этом искусстве, так скажем, вы уже сколько лет? Получается, с 18-го года это 4 года. 4 года, да. Мгм. Но я, конечно, в детстве я занималась тортами. Я помню даже, но тогда были простые торты, таких не было ингредиентов. Мгм. Мне даже заказывали торты, было такое, но это было не так, как Из жирного деревенского масла, крем. розочки, вот Да, это, да, спасибо, что такие. была сгущенка, да? Да, зеленкой красили крем. Да, марганцовка, я Да, помню. марганцовкой. И приступаем мы уже к Да. другим лепесточкам. Другим лепесточком где тут уже тоже будет принять побыстрее, да. приму Я вам сейчас участие покажу. я. Мгм. Буквально вот размягчилась она, да. Мгм. Сейчас мы должны ее вот так помять, и вставить проволоку, приклеить. Раз. И вот так делаем. Приклеилась и немножко вот так, пока она не высохла, чуть-чуть слегка мнем. Мгм. Чуть-чуть гармошка, да, как Вот будто? так вот чуть-чуть мнем. Ага. Придаем мятый вид. Сейчас оно подсохнет еще. Так вот, чуть-чуть помять. Как сердечко, да? Почти. Да, как сердечко. Так. Мгм. Или с двух Вот сторон? так вот немножко, чтобы она немножко стала мягкой. Ой-ой-ой. Вот немножко положите. И сейчас посмотрим. Ага, так, чуть-чуть положим. Так, да? Ага, так, вот так вот. Все, и пускай немножко подсохнет, чуть-чуть она слишком намочилась. Вот сильно не надо мочить. Мгм. Чуть-чуть подсохнет, буквально, чтобы она была такая у нас. Окей. Мгм. И по всей вот немножко пальчиками делаем, чтобы можно вот кисточкой, где тут сухо, немножко приклеить. Немножко волнения. Так. Так, вот так вот ложим. Раз. Мгм. Вот так вот. Мгм. Тоже пусть подсохнет, да? Пускай подсохнет слегка. Ага. То когда они слишком мягкие, они вот такие должны быть. Не такая сильно влажная. Даже когда она слишком высохла, чтобы ее немножко оживить,
слегка Можно раз. чуть Да, добавить. чуть-чуть Ага. прыснули и все. Вот должно быть вот так. Ну-ка, Катерина, Мгм. попробуйте. Так, хорошо. Возьмите проволоку. И проволока, и бумага, все продается сейчас в кондитерских магазинах. Вы говорили, что на мастер-классы приходят к вам даже не просто, чтобы научиться, а своего рода Просто прийти. помедитировать, Да, они говорят, мы просто к вам, расслабиться. вот как когда-то ко мне пришла маникюрщица, да, Мгм. и я говорю, а вы зачем вы, ну вот, пришли? Она говорит, просто так. Просто так, говорит, Мне надо, да? мне надо, да. Оказывается, вообще вот эта вот вафельная флористика, она хорошо развита в Азии, да, в Китае, в Японии, в Корее, в Малайзии. Там у них просто вот приходят просто так, делают цветы и говорят снять стресс, ловят дзен, потому что это очень успокаивает человека. А дети приходят к вам Дети заниматься? приходят школьники, вот 10-11 класс. И вот интересно, девушка одна была в 11 классе, она занимается рисованием пряников. Мгм. И вот она ко мне пришла учиться. Я говорю, ты торты делаешь? Она говорит, нет, я декорист, делаю декор для тортов. Ей заказывают. И вот она вот пришла ко мне, чтобы научиться декор делать. Кстати, все мои ученицы, те, кто делают, у меня обучался, сразу у них получается. Это очень радует, да? Что вот это не так вот взял и на полочку бросил, да? Вот. И также со всеми лепестками. Сейчас у нас кондитерское наше направление в Якутске очень бурно развивается. Девочки так хорошо стали торты делать вообще. И чего только не придумывают сегодня, Да. да? Можно сделать все. Настоящие прям шедевры. Лена, поделитесь своими планами, может быть, дальше куда-то развиваться именно в кондитерстве собираетесь? У Да. кого-то опыт перенимать? Я мечтаю вообще поехать на живой мастер-класс по цветам, так как я на живом ни разу не училась, а самоучка практически, да. Хочу вот научиться в Малайзии. Там очень вообще профессиональные вафельные флористы. Там Они это очень развито, очень да? развиты. Там они делают такие цветы, это вообще от настоящих не отличить. То есть вы уже там навели справку, Да. знакомства. Да, я общаюсь. Я Ага. как-то написала ей, говорю, привет, говорю, hello, типа вот, мне ваша работа очень нравится. Я стала лайкать все ее работы, и она мне давай тоже отвечать. Ну и начали общаться. Я делаю цветы, она тоже стала лайкать, говорит, хорошо получилось. Я такая, ой, спасибо. Похвала. Да, и я ей говорю, когда-нибудь, говорю, я к тебе прилечу. Ну, как здорово. Вот Даже надо еще долететь до Малайзии. Да, я говорю, вот возьму отпуск, поеду отдыхать. Приятное с здорово. полезным. Так, сейчас мы будем окрашивать наши цветы. Так, чем мы окрашиваем? Мы будем окрашивать Специальной краской, специальной да? краской. Надо подождать, чтобы наша бумага подсохла. И пока они подсыхают, да, нам нужно вот эти вот заусенчики убрать. Они будут нам мешать при сборке. Хвостики вот эти уберем и разложим их по лепесткам, по размерам. Будем использовать вот такой оттенок. Это такая специальная кондитерская пыльца. Ну, как пудра, как тени. Да, как пудра, как тени, да. Настоящий. Румяна, да. Да. Так, И буквально вот этот оттенок будем кисточками. с кисточкой, да, берем, буквально и снизу будем подкрашивать. Ближе к серединке раз и оттеняем. Более такой пастельный цвет возьмем, не такой яркий. Подождите-ка, давайте мы еще возьмем, добавим розового слегка, да? Сейчас я розовый сюда поставлю. Здесь еще у нас такой краситель. Карамелла, но его надо чуть-чуть, он очень яркий. Да? Поэтому, когда мы ярким красим, мы берем раз и вот сюда сыпем. И отсюда будем брать, но не сразу. Нужно раз сюда, да, и вот так вот. И буквально только в начале. Вот так все. Так. Да. И все. И так в сторону мы откладываем.
Я прям люблю использовать несколько цветов. Девочки, когда создают цветы, и вот я прям вижу, да, вот когда цветок мы делаем, и когда мы его заканчиваем, у них так глаза светятся. Они говорят, неужели это я сделала? Да. Настоящее произведение. Да, настоящее произведение. Неужели, типа, из вафель, из какой-то бумаги мы сделали цветок? Можно сделать, да, вот такое чудо. Не сложно? Нет, не сложно. Нет, не сложно. Скажите, вот. Вот достаточно приноровиться Да. за несколько минут, понять и уже действовать. Так, а если слишком изогнутый, слипшийся? Это сейчас мы вот можно, покажем. это поправимо. Это поправимо вообще. Тоже водичкой, да, я Да, так понимаю? тоже водичкой. Мгм. Слегка мы должны ее оживить, слегка издалека, да. Даже если она порвалась, мы немножко смочили и выпрямляем. Смотрите, все. И сейчас у нас начнется сборка. Ага. Самое интересное? Самое интересное, сейчас у нас прям на глазах родится цветок. Берем тейп-ленту. Тейп-лента — это специально флористическая лента для склеивания. Ее используют флористы, да. Это немножко мы должны сгибнуть. По размерам все разложим, чтобы было удобно собирать. Вот так вот сгибаете. То есть назад, хорошо. да, как Да, будто? назад вот так вот. Так. Вот так. Ага. Сейчас мы собираем нашу серединочку. Самых первых первых, лепесточков ага. наших. Просто складываем их, да? Просто складываем вначале, все собираем в одну кучку такую делаем, захватываем. И теперь начинаем собирать первые лепесточки наши. Таким образом. Раз собрали. И по кругу вот так мы будем все время собирать Друг цветок. за дружкой. Друг за дружкой. Ага. Ага. А Чуть-чуть. лента специально зеленая? Да, я специально зеленую взяла, хотя, конечно, продается разных цветов, но я Ну, как зеленую, по-настоящему. как по-настоящему, да. Типа вот у него ствол должен быть зеленый. И вот примерно всегда смотрим, куда бы еще Добавить, да. Где больше. Потому что тут уже Ага. должно уже смотреть, вот не как робот собирать, да, а должна вот уже думать, где добавить. Ну, это можно еще подправить, когда мы уже соберем его, все равно мы будем подправлять. А так вот надо все равно смотреть. Вы сами считаете себя сладкоежкой? Являетесь ли? Нет, я, кстати, не сладкоежка, я больше люблю рыбу, мясо, да. Как северный человек Да, настоящий. как северный человек. Я не сладкоежка. Но все же из кондитерских изделий. Ну, мне прям ваше интересно. Ваше Любимое, самое, да, От чего бы вы никогда не любимый мой отказались? торт, я для себя всегда готовлю торт манго-маракуйя. Не знаю, потому что там есть и манго, и маракуйя. Я даже не слышала про Да, такой торт. торт То есть он манго-маракуйя. как фруктовый, да? Он как фруктовый. Манговые коржи готовлю бисквитные, начинка конфи из манго, и крем, это крем из белого шоколада. Идет с ноткой лайма. Еще лайм добавляешь. И маракуйя там есть, и вообще это он такой идет прям сочный, он вкусный, мой любимый торт. Я вообще люблю такие торты, да, с начинками, чтобы там что-то такое было посложнее. Что-то экзотическое Да. такое, да? Также я люблю еще десерт Павлова. Делала вот и делаю иногда, да, Ой, эти для пирожные, семьи. да, тоже Да, очень Павлова вкусные. вообще они очень вкусные. У меня есть постоянные клиенты, которые вот заказывают Павлова. Они говорят, Лена, наши Павлуши. Мы их прям таки называем Павлуши. А самое популярное среди ваших заказчиков, скажем, среди населения, самые популярные какие десерты? Самые популярные торты у меня были, да, вот. И вот почему-то все манго-маракуйя очень нравилось, да, нравится, да. Фисташка-малина, торт. Мужчины почему-то его заказывают больше. Он более такой, мне кажется, мужской, наверное, да. Вот. Медовый, но медовый идет с начинкой. Я его делаю всегда с клубничкой. Мы собрали цветочек, осталось его оживить. Оживить, да. Сейчас мы будем его... Это делается тоже спреем водичкой, да?
Придаем ему правильную форму, да? Да, правильную форму придаем мы ему сейчас. Вот с вафельной бумагой тем, что хорошо работает, если она где-то под этого прям вообще не надо бояться. Исправимо, да? Легко исправимо вообще. Ну вот такой у нас пиончик получился. Ты. Да, как настоящий. Да. Давайте покажем зрителям. Смотрите, какая красота. На наших глазах родился, распустился пион. Да. Ну, напоследок хочу сказать, что такой цветок он простой в изготовлении, да, и он очень такой объемный, очень хорошо идет на свадебные торты, на юбилейные, он очень красиво смотрится. Ой, я прям представила его Да, на прям, торте сейчас. если Да. сделать прям и вот на макушку, даже если он один цветок, и он украсит весь торт. Как на шляпе. Но я очень рада, что я поделилась своим таким мастер-классом, и надеюсь, я увижу у нас на тортах и вообще такие цветы. Спасибо вам огромное, Лена, за участие в нашей программе. Вот с первых минут от общения с вами я поняла, что вы действительно очень ответственно, очень фанатично, даже в какой-то мере, в хорошем смысле, относитесь к своему хобби. Спасибо вам огромное за этот замечательный мастер-класс. Я думаю, что у вас впереди еще много-много интересного ждет в этом искусстве. Спасибо и до новых встреч. Я думаю, Да, мы до с новых вами встреч. еще увидимся на Да. каком-нибудь мастер-классе. Большое вам спасибо. На этом наша передача подходит к концу. До встречи в эфире.